внимание, внимание, а фанфары, которые сыграли нам духовики нашего лицея. Итак, здравствуйте, дорогие лицеисты, педагоги, сотрудники, родители и гости нашего лицея. Наконец наступил этот час, час долгожданный, час светлый и грустный, час праздника последнего звонка. Сегодня мы проводим этот праздник не совсем обычным. Проводим 15 мая вместо 25-го. А проводим мы для того, чтобы все мы сегодня были вместе. А поскольку наш замечательный оркестр уезжает в Англию, мы решили сместить вот таким образом даты. И еще одно, очень знаменательно для сегодняшнего праздника. В этом году для лицея был юбилейный год. Так вот, сегодня для лицея, соответственно, юбилейный 60-й выпуск. Итак, мы приглашаем на эту сцену выпускников 1996 года. Попросим. Для внесения знаний лицея прошу всех встать. Итак, перед вами выпуск 1996 года. Сейчас мне на ум приходят стихи, хотя и пролетарского, но очень лиричного поэта Владимира Маяковского. Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужиной и врывается к Богу, боится, что опоздал, и плачет, и целует ему жилистую руку, и просит, чтобы обязательно была звезда. Клянется, что он не перенесет эту беззвездную муку. Послушайте, ведь если мы каждый день дарили этим детям доброту, чистоту, свое сердце, свой талант, значит, они нам нужны, значит, они нужны нашей стране, значит, из них когда-нибудь вырастут настоящие жемчужины. И вот сегодня я, конечно, очень волнуюсь, потому что это наш с Людмилой Михайловной выпуск. И вот такой 60-й выпуск лицея. И поскольку 12 лет действительно все мы их учили, и выросли они у нас такие замечательные, мы отдаем эту сцену им. Этот праздник впервые, не по традиции, проводят выпускники 12 классов. А что получится, ценить вам. Итак, просим выпускников.
все равно. Мы хотим, чтоб в этот день вы нас узнали. Пускай не слышал нас никто, пусть он сам вам твердит, что мы не то. Но дайте в этот день, дайте в этот час, дайте нам один шанс, нам не уснуть. Пока мы рядом, дайте в этот день, дайте в этот час, дайте нам доказать последний раз. Мы то, что надо, мы веселые, мы резвы, мы не глупы и музыкальны. И как один сочиняем песни и поем повально. Пускай не слышал нас никто, и он сам все твердит, что мы не то. Но дайте в этот день, дайте в этот час, дайте нам один шанс, нам не уснуть. Пока мы рядом, дайте в этот день, дайте в этот час, дайте нам доказать последний раз. Мы то, что надо, дайте в этот день, дайте в этот час, дайте в этот день, дайте. Итак, мы начинаем. Награждение Рязань, вундеркиндер 96, лучших педагогов и работников лицея. Так. Наша первая номинация – это в меру строгая и добросовестная администрация. Кочегары мы не охотники, сожалений горьких нет, как нет. Мы музыкальные работники, и из лицея ждем привет. Директор от счастья слезы льет, но выпуск еще один уйдет. Ля-ля-поп, но сразу после лета новый класс на смену и придет. Не врачи, не архитектор, и не питает в облаках. Ха-ха, ведь ясно замуж для директора здесь важнее, чем правая рука. Мы верим, лицейские сыны наверно останутся верны. Ох, таланты, и будут все по жизни музыкой хронических войны. Эльвиру Эдуардовну Осядовскую. А также нашего дорогого и всеми любимого директора Кузьменко Владимира Михайловича, которого мы и попросим подняться на эту сцену. Добрый день всем. Спасибо за приглашение. Вы просили подняться, чтобы что-то сказать, да? Вы действительно не кочегары и не плотники. Слава Богу,
что вы состоялись музыкантами, и мы верим, что последние дни пройдут для вас не просто в творческом порыве, а в очень ярком творческом порыве, когда вы сможете продемонстрировать все те достижения и все то, чем одарило вас общение в стенах этого лицея со всем коллективом педагогов, со всеми сотрудниками, которые действительно, как сказала Ольга Федоровна, жили с вами, болели с вами, любили вас, любят вас и будут любить всегда. Я не знаю, что можно много говорить. Действительно, вы вышли что надо. А каждый из вас – это личность. С каждым из вас, в общем-то, приходилось бороться с одним за супервысокие достижения, с другим, чтобы достижения хоть какие-то состоялись, с третьим, чтобы эти достижения хоть какие-то стали настоящими и хорошими. В итоге, мне кажется, что вы с вами пришли к хорошему завершению 12 лет обучения. И я не знаю, я полностью уверен, что все, что здесь состоится, будет для вас последним испытанием, и вы с честью станете студентами нашей Белорусской академии музыки. Я верю, что вот эта память о этих стенах, которые всем нам дороги, и я счастлив, что на эти встречи приходят наши бывшие ребята. Не приходят, а вбегают в зал, они боятся опоздать, потому что для них тоже, наверное, это радость еще раз вместе с нами быть счастливыми в этот день, когда мы можем выпустить очередную стайку наших воспитанников в сложный, но очень счастливый мир музыки, мир искусства, и мы никогда ни на что больше его не променяем. Я уверен, что вы пронесете с честью вот эту, так сказать, веточку любви, радости и творческого вдохновения. Я вам его желаю на всю вашу оставшуюся жизнь. И мы всегда вас любим, любили, будем любить, гордимся, будем гордиться. Счастья вам, добра, света, творчества, удачи. Спасибо. Сейчас речь пойдет о педагогах, с которыми связаны наши первые дни в лицее, первые впечатления с лицеем, рядом с которыми прозвенел наш первый звонок. Вы, наверное, догадались, что наша следующая номинация – первая учительница. 12 лет назад весь лицей для нас ограничивался первым этажом и классом, в котором мы занимались. А главными людьми в нем были наши первые учителя. Александра Васильевна Захарошко И Инна Самуиловна Аксючица. Прежде чем пригласить на сцену, мы хотим напомнить вас, как 12 лет назад мы на этой же самой сцене приветствовали выпускников. Сейчас мы приглашаем на сцену первый класс. И пенек с одежками подарили на Родин бодрый, кое-как, подкрепился натощак. Сел селенком утром рано, две овечки и 2 рана. Сел корову целиком и прилавок с мясником. Сотни жаворонков в
тесте, и коляске себе вместе. Так такие колоколем, да еще и недоволен. Что такое лето? Что такое лето? Это много света, это поле, это лес, это тысячи чудес, это в небе облака, это быстрая река, это яркие цветы, это синие высоты, это в мире 100 дорог и летачих ног. А теперь мы просим на сцену наших первых учительниц. Пожалуйста, попросим аплодисментов. Потому что вы прощаетесь со школой, радостны потому, что вы стали взрослыми, вы получили большие знания, получили ориентир дальше. И мне очень приятно, что у нас из нашего класса хотя бы одна звездочка дошла до выпуска. Их ровно 5. Это Атрошонок Инна, Гаврилова Таня, Халамова Таиса. Позже к нам пришла Любочка Ямпольская и Саша Дорожин. Вот 5. По-прежнему родина звездочка. Я желаю вам всего самого доброго, счастья, здоровья. Будьте всегда настойчивы в достижении целей. Старайтесь идти по правильному пути. И не забывайте школу. Я вас всех люблю. Желаю вам всего самого доброго. Будьте всегда честными, добрыми. Я вспоминаю последний наш вечер выпускной, и там пели песенку. Прекрасная далека, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, я начинаю путь. Так вот пусть ваша далекая, ваша жизнь будет всегда полна добра, радости, счастья и всего самого доброго. Добрый путь, дорогие мои мальчики и девочки. Итак, наша следующая номинация
анимация, педагоги духового отделения. Духовикам слово. Я духовой, занимался со мной, а то мои подружки хамки да синучки. Фу, какая гадость! Жизнь моя жестянка. Пусть наберутся новые. Живу я как бабка. А мне летать. А мне играть. Охота! Мы поздравляем и благодарим наших педагогов. Бычка Леонида Ивановича, Орлова Дмитрий Иванович. Григорьева Валерия Алексеевича. а также гидриктора Геннадия Васильевича Яковлевича. Также мы огромный привет и огромные слова благодарности передаем нашим пианисткам. Концертмейстерам. Спасибо вам большое за все. А теперь номинация «Лучший в мире специальный педагог-теоретик». Итак, Иоганн Креститель, Вольфганг, Теофил, Амадей, Моцарт. Опера «Так поступают почти все» или «Милосердие теоретика». Дуэт Васи Сюзанны и «Как бы ты играл».
педагоги. Нет таких слов, нет таких средств музыкальной выразительности, которые могли бы передать всю нашу благодарность за все уроки, за все ваши советы, за все, что вы нам сделали. Спасибо большое вам, Ирина Вадимовна Денисова, Вера Юрьевна Густава, Ярославна Степанская, Елена Маратовна Гороховик, Марина Гейна Барахниченко, Слава Семеновна Братухина. Татьяна Васильевна Степанова, Наталья Ивановна Граненко, Елена Владимировна Велицкая. Игорь Владимирович Глушаков, Игорь Валерьевич Глушаков, Валерий Иванович Каретников. Леонид Ильич Немцев. Спасибо большое. Итак, а какая у нас следующая номинация? Хоровое дирижирование, А что у них в направлении? хоровое пение. Журавленко Наталье Ивановне, Стульской Людмиле Антоновне, Глушакову Владимиру Валерьевичу, Емельяновой Анне Конноновне. Также мы хотим поблагодарить всех, кто учил нас все эти годы. Рыжевич Раму Петровну, Аванесяна Александра Ивановича, Попову Ларису Анатольевну, Барташевич Инну Ивановну,
Степанову Татьяну Васильевну, Выкроненко Наталью Ивановну, Немцера Леонида Ефимовича. Если можно, уставиться. Нет, кому цветы, конечно, больше. Следующий в нашей номинации «Концлав» выступает всемирно известный Альбертиев Бах. Так восхвален
Александра Павловича. Косякову Ольгу Юрьевну. Гальденову Павлу Борисовну. Спасибо вам огромное. Вы, можно сказать, были нашими вторыми педагогами по специальности все эти годы. Спасибо. Зло слушал. Задачу решал. О, Иванов! Слушай, ну, мы летели в спортзал, там столько интересного. Нет. Вот, полетели. Что-то здесь волновато. Чё, не расстраивайся. Так, построились. А где девочки? Леонид Васильевич, пустите нас. Пожалуйста. Двоечницы. Так, девочки наверх, мальчики 738 бегом по залу. Шагом марш! Мы поздравляем наших педагогов. Гисову Наталью Леонидовну, Валентину Михайловну Линней, Леонид Васильевич, дорогой. А сейчас мы предоставляем слово специальности какой? Ребята, следующая наша номинация – специальное фортепиано.
Милюкова, Шеломенцева Людмила Сергеевна, Кузьменко Владимир Михайлович, Ракенко Валентин Леонидович. Кушкевич Леонид Петрович. Шиловская Лена. Горбунова Евгения Александровна и Ломников Игорь Владимирович. Большое вам спасибо. Очень трудно выразить то, как мы вам благодарны. И мы ограничиваемся такими банальными словами, как большое спасибо. Также поздравляем вас, Татьяну Георгиевну. Номинации «Хозяйственная часть», работники библиотеки, фонотеки, столовой, медработники и другие, на первый взгляд, невидимые работники. К сожалению, многоуважаемый Филипп Киркоров бережет эксклюзивность своих фонограмм. Поэтому мы представляем вам либретто нашего поздравления. Куплет первый. Ёлка моя, я твоя шишка. Полка моя, я твоя книжка. Книжка моя, я твоя картинка. Иголка моя, я твоя пластинка. Разработка моя, я тебя узнаю. Пластинка моя, я тебя сломаю. Наушник мой, я твое ушко. Бобинник мой, я твоя катушка. Дырка моя, я твой бублик. Пища моя, я твой рублик. Миска моя, я твоя ложка. Мясо мое, я твоя картошка. Куплет второй неоконченный. Гвоздик мой, я твоя шляпка. Швабра моя, я твоя тряпка. Ведерко мое, я твой тазик. Спускалка моя, я твой механик. Припев. Все профессии равны, потому что все они важны, потому что все профессии важны. Куплет третий, маленький. Грелка моя, я твоя пробка. Шприцик ты мой, я твоя пробка. Следующая номинация «Камерный ансамбль». Мы исполним лучшие фрагменты фортепианной сонаты Шумана «Соль минор», опус 22.
кто не понял, приложения сделаны нами, специально для торжества. Были применены также фрагменты гимна Украины. В этом году мировая общественность, так сказать, будет отмечать 40-летие со дня смерти выдающегося немецкого композитора. Позвольте также преподнести к Сенату как раз этой дате. Мы поздравляем наших дорогих педагогов камерного ансамбля Светлану Ивановну Доморадова, Александра Павловича Мильто, Владимира Павловича Берлина, Эдуарда Михайловича Фарберова, Лену Сергеевну Соболеву. И всегда будем помнить о вашем большом труде, затраченном на нас, и знаниях, которые вы нам дали. Большое спасибо всем вам. Я хотел бы назвать здесь еще одно имя. Леонид Иванович Гучев. Понимаете, дело в чем? Он меня начал, Эдуард Михайлович меня закончил. Также Эдуард Михайлович Фарберов. Сейчас ни одна программа не обходится без рекламной паузы. Итак, рекламная пауза. Как мама лицеиста с 12-летним стажем, я знаю, как трудно моему сыну сдавать экзамены. Любое пятнышко на его одежде, и экзамен провален. Но, к сожалению, или к счастью, только к 12 классу, к госэкзаменам, мы открыли для себя памперсы. Это удобно, надежно и, главное, Что вы хотели получить по госэкзамену? 7, 8, 9, 10. Ну что же еще, может быть, надо девушке в музыкальном лицее для полного счастья? И не только по специальности, но и по гармонии, по профеджио, по анализу, по музыкальной литературе. Да. Итак, наша следующая номинация – педагоги-теоретики, на этот раз не для учащихся теоретиков. завтра нужно выучить гармонию, а как задачи не решать не могу я. Возьму две клеточки, потом октавочки, и параллельненько, и параллельненько, и параллельненько, а мне туда лампочки. Начнет комиссия меня выпытывать и гармонический мой слух испытывать. На простые Карла пусть удивляются, как разрешала я, как разрешала я. Как разрешала я, их не касается. Меня судить комиссия отправится, да вряд ли что-то от меня останется. Я получу диплом, мое сокровище, и увезут меня, и увезут меня, и увезут меня на скорой помощи. Левченко Людмилу Ивановну, Петкевич Татьяну Васильевну, Протухину Светлану Семеновну. Также Порохниченко Марина Евгеньевна, которая вынесла все. Номинация
народные инструменты. Мы поздравляем своих любимых педагогов Володкова Евгения Петровича, Филипенко Елену Евгеньевну, и также имея любимых концертмейстеров Шиманского Ольгу Викторовну. И все остальное главное наше впереди. Большое спасибо за то, что работали с нами, терпели нам все это. Не забывайте нас. Следующая наша номинация снова фортепиано, но на сей раз общее.
Поздравляем наших педагогов, Общему фану. которые с нами мучились. Страдали, но вынесли. Аванесяна Александра Арамовича. Его право, Анатольевна, но я вас ниже, я попрошу встать, не в обиду, вы очень маленькая. Нет ли? Голенщик Людмила Аркадьевна. И помогай Валерию Ильичу. А также Евгения Георгиевича Пукста и Нину Ивановну Барташевич. Следующая наша номинация очень обширная. Это номинация «Общеобразовательные предметы». сказать большое спасибо нашим педагогам общеобразовательного Анне Борисовне Малаевой, Зоре Константиновне Хабаровой, Нине Ивановне Горбуновой, Нелли Александровне Креминской, Светлане Анатольевне Медведевой, Елене Дмитриевне Коломей, Дине Федоровне Мирошниченко, Амировшниковой, Нине Николаевне Владимировой, Татьяне Владимировне Губик, Анне Михайловне Пузырчик, Дмитрию Иосифовичу Пинчаку, Наталье Павловне Пинчаку, Галине
Драгомир Христовенко, Ольге Федоровне Симич, Людмиле Михайловне Романовской, Светлане Владимировне Ильиной, Сергею Григорьевичу Демьянову, Михаилу Леонидовичу Субботко, Рине Ефрамовне Володькову, Валентине Михайловне Рыней. Если возможно, поднимитесь, пожалуйста. Хочу поставить руку его показываю Зайцу Наталью. А сейчас я бы хотела сказать, что в этом зале находится замечательный юбиляр. Это прекрасный педагог Нина Николаевна Плавинская. И сейчас для чествования юбиляра я приглашаю на эту сцену Веру Юрьевну Густову и Владимира Михайловича Кузьменко. Пожалуйста. Полагаю, что нам вдвоем здесь делать нечего. Нам нужно еще два человека. Во-первых, любимая Нина Николаевна, во-вторых, Инна Ивановна Проташевич. Нина Николаевна, Инна Ивановна, пожалуйста. Вы знаете, даже можно было бы представить, честно говоря. Давайте представим, поприветствуем Нину Николаевну. Не так просто было родиться, выжить энное количество лет. 30 лет Нина Николаевна прожила на свете, и 30 лет прожила в лицее в этом году юбилей. И посмотрите, какая женщина. Мужчины это все поймут, если даже женщины ей завидуют. Можно присесть? Спасибо. Дорогая Нина, поднимайтесь, пожалуйста. Дорогая Нина Николаевна, станьте, пожалуйста, в серединочку. Ну не стойте, вы скромный человек, мы это знаем. Станьте, дайте нам всем полюбоваться на вас. Нина Николаевна, неудобно может быть только нам, потому что мы не можем все сделать то, чего вы заслужили. Дорогая Нина Николаевна, любимая Нина Николаевна, спасибо, что вы пришли. Я знаю, что лицей вас любит, и я уверен, что вы об этом тоже наслышаны и знаете. Я счастлив, что вы пришли на зов нашей любви, что вы отдали свою любовь вот этим вот здесь присутствующему большому количеству педагогов, начиная с директора и кончая малышей, и всех вы, так сказать, успели вывести, кого в люди, кого уже в подрастающие люди. Я всегда был покорен не только глубиной ваших знаний, не только вашим интеллектом, но вашей щедростью, душевностью, духовностью, теплом. Я не знаю, если можно что-то доброе вспомнить о лицее, то вы в этом добром занимаете свое место. Николаевна, я первый раз в жизни своей зачитываю адрес. И надо сказать, что это делаю не просто с удовольствием, но еще и по нескромности своей просто напросилась это сделать. И прежде чем зачту, буквально пару слов, ну, может, от своего поколения, потому что для именно нашего поколения Нина Николаевна олицетворение удивительных качеств. То есть, когда были запретные темы, запретная информация, запреты на жизнь, Нина Николаевна разрешала внедряться, вскрывать, разрушать эти запретные темы и дышать легко и свободно. Когда нам запрещали любить, влюбляться, заводить романы, Нина Николаевна доказывала, что любовь в основе всего сущего.
и влюблялись и в 8, и в 9, и раньше классах, и она нам сопереживала. Когда нам предлагали жить по каким-то риторическим формулам, по весьма мифическому моральному кодексу, навязанному нам, Николаевна запрещала жить по такому кодексу, предлагала жить искренне и честно. И в одном мы сходились всегда. Нам предлагалось и не навязывалось, не то слово, предлагалось, и мы обязаны были гениально и прекрасно знать русскую великую литературу. И Николаевна нам блестяще в этом помогала и заставляла нас ее блестяще знать. Николаевна, а сейчас адрес. От всех коллег, учащихся и выпусков лицея. Дорогая, многоуважаемая и всеми нами любимая Нина Николаевна, в эти весенние дни нам особенно приятно поздравить вас с юбилеем. Ведь для нас, ваших коллег и учеников, вы всегда олицетворяете собой свет, тепло и красоту весны. Ваш разумный свет, проникая в наши души, заставляет их трепетать любовью к великой русской культуре. Теплом вашего сердца согрето не одно поколение воспитанников и коллег лицея, а о вашей духовной красоте можно говорить только стихами. Чему бы жизнь нас не учила, но сердце верит в чудеса. Есть нескудеющая сила, есть и нетленная краса. И увядание земное цветов не тронет неземных, и от полуденного зноя роса не высохнет на них. И эта вера не обманет того, кто ею лишь живет. Не все, что здесь цвело, увянет, не все, что было здесь, пройдет. Милая Нина Николаевна, толстовского вам здоровья, тютчевской необманной веры, гумилевской розовой зари и пушкинского чудного мгновения, длящегося всю жизнь. Да пребудет любовь в вашем сердце, мир в вашем доме и гармония в душе. А мы вас всегда любим. Лучше слов вот эти цветы расскажут вам о нашей любви, о нашей верности вам, о том необыкновенном качестве, которым вы обладаете, сохраняйте его до конца своих дней. Вы знаете, мне очень сложно сегодня говорить, потому что действительно вся моя жизнь связана с лицеем. Я здесь отработала ровно 35 лет. И я сегодня, вот как когда-то говорили, есть ровесники октября, так теперь я ровесница лицея. И превращаюсь в своеобразный символ какой-то, наверное. Но дело не в этом. Дело в том, что я очень благодарна всем моим коллегам, друзьям, моим любимым, дорогим ученикам, которые вдохнули в меня в самые трудные минуты моей жизни новую положительную энергию. И я благодаря ей живу сегодня. И все, что есть во мне хорошего, это идет прежде всего от вас. От вашей любви, потому что она всегда требовала взаимной. От вашего доброжелательства, потому что я всегда хотела быть доброжелательной. От вашей требовательности, потому что в ответ я всегда должна была нести вам то, что вам нужно. Музыкантам нужна литература, и мне хотелось, чтобы они это чувствовали, чтобы они это понимали. Спасибо вам за вашу любовь и за вашу теплоту. Я очень счастлива сегодня. Спасибо. Общеобразовательный цикл настолько обширен, что я считаю, было бы просто несправедливым не пригласить на эту сцену еще одного представителя
общеобразовательных педагогов, нашу любимую, я думаю, не только нашу, преподавательницу русского языка и литературы Елену Дмитриевну Коломеец. Пожалуйста, Елена Дмитриевна. Ну, во-первых, здравствуйте, мой дорогой лицей. Я тоже очень рада и счастлива, что я снова здесь, что я вижу всех вас. И если уж сегодняшний праздник начался под девизом правда пролетарского, но лиричного поэта Маяковского, то мне хочется продолжить, что жизнь прекрасна и удивительна, потому что сегодня утром я была очень взволнована, потому что в 19 часов уходит мой поезд, и я снова уезжаю. А сейчас я присутствую на этом удивительном празднике, где награждают победителей самых различных номинаций. А я сидела и думала, что мне посчастливилось, просто удивительно повезло, присутствовать при представлении самой удивительной номинации. Я бы назвала ее «Пою». Профессионализм, очарование, юность. Я предлагаю приветствовать победителей в этой номинации, наших выпускников и их очаровательных юных классных руководителей. Пожалуйста, ребятки, выйдите все на сцену. Успеха всем вам, счастья всем вам, здоровья всем. Следующая наша номинация «Струнное отделение». Паганини. Каприз для одной скрипки и 3 энтузиастов. Кучинского Эдуарда Викторовича, Зайцева Наталью Васильевну, Денуша Виталия Георгиевича, Литвинина Вячеслава Михайловича, Кривер Регину Дмитриевну, Власову Lucию Леонардовну, Вержина Владимира Павловича и Бальна Владимира Алексеевича. Следующая наша номинация – лучшие дирижеры 20 и 21 века.
Где у входа? Этим компотом мы хотим поздравить руководителей наших оркестров Владимир Михайлович Перлин и Эдуард Михайлович Павлов. А сейчас мы хотели бы попросить на сцену наших самых любимых, лучших в мире классных руководителей Ольгу Федоровну Васильевич, Людмилу Михайловну Романовскую. Для начала я хотела бы пригласить всех абсолютно выпускников выйти на эту сцену. Сегодня им учится говорить только комплименты, только самые красивые слова. И если в 4 классе у меня были к ним какие-то претензии, то в 11 классе я гордо поднимала голову, потому что преподаватели говорили, что вырос самый хороший, самый культурный и красивый класс в лицее. Посмотрите на них, посмотрите на наших девочек. Они очень красивы. У них прекрасные манеры. А самое главное, это очень творческие личности. Мои девочки, это как, наверное, моя вот несбывшаяся мечта о дочери. Они очень чистые, доверчивые. И единственное, чего я боюсь, это то, что они не найдут себе вот равных по уровню партнеров. Слишком уж у них высокий уровень. А постепенно росли мальчики. И они вот как этот киндер, вундеркиндер, как вы назвали, они сначала были как в скорлупе, закрыты. А потом вдруг стали открываться, обнаруживались тайны. И вдруг из этого киндера появлялся совершенно шаплыновский Леша Петров, бетховенский Денис Маслюк, очень тонкий Виталий, ну и остальные я просто не буду сегодня называть, потому что вы очень устали. Я хотела бы еще только 2 слова сказать вот еще о чем. Я поздравляю сегодня родителей этих выпускников. В жизни удивительно мне повезло, потому что все эти годы, 8 лет, мы были единым целым. Мы умели общаться, и мы дружили просто по-человечески. У меня бесконечно хорошие родители в классе. Огромная вам благодарность. Иначе и не было бы таких выпускников. А вам, дети, ну вот как говорят на Руси, дай вам Бог здоровья, дай вам Бог успехов, новых выступлений, большого творчества. Я не знаю, что еще, я очень волнуюсь. Всего самого хорошего, теплого, светлого в этой жизни. Вы знаете, очень прекрасным и хорошим В и Б класс. Когда они в 4 классе пришли ко мне, их было 23 человека. К сожалению, очень многие из ребят ушли из лицея и к большой радости нашли свое место в жизни. Но вот те, кто остался, вы посмотрите, какие они действительно сегодня красивые, прекрасные.
прекрасные. А я помню их маленькими, когда они пришли ко мне все в одинаковых, темно-синих школьных формах, и все от меня убежали. И я страшно испугалась, что я их потеряю. Это был такой ужас, я вообще до сих пор его помню. Ну, все нашлись, и вот что с них стало, вы слышали и видели сегодня. И сможете оценить. Мы действительно можем ими гордиться. И я очень благодарна вам, мои дорогие, что вы были в моей жизни. Я буду очень долго помнить своего Ванечку Михаила. Интеллигентный, очень внутренне богатый мальчик. Сашенька Тодорицкий. Ну, много было сложностей, но в принципе это очень хороший человек, на которого всегда можно в жизни положиться. Мои дорогие хоровики, мои дорогие, вы посмотрите, какие они интеллигентные, какие они все выдержанные. Ну вот. И ты, Андрюшенька. Его трудоспособности нужно позавидовать. Он умудрился окончить лицей сразу на 2 отделениях. Вы представляете, то есть, ну, его, действительно, я очень с большим уважением ко всем отношусь, и к нему особенно, потому что только его труд и вообще вот преданность вот своему музыкальному делу, конечно, помогло ему этого добиться. Ран Чурилов, мой мальчик тоже, который вырос. Смотрите, какой он большой стал, как он прекрасно вырос творчески и вообще красавец. Так, и мои девочки, мои очаровательные девочки, их только 2. Но Катюша, когда была маленькая, она, по-моему, в 6 классе получила на конкурсе приз «Мисс Очарование». Вы понимаете? И вот это очарование в ней осталось и сейчас. И Любочка Бенедиктович, она пришла к нам в 9 классе, да, Люба? То есть в 8. Но вы знаете, она настолько, вот, да я не знаю, она настолько женственна, настолько она как-то сумела войти в коллектив, что она этих мальчишек, вы знаете, они ее прям сразу зауважали. 8 класс, они все такие были шустрые, 2 девочки, но она их вся заставила, в общем, поставила их всех на место. Они ее все сразу стали уважать. И вот мои эти 2 девочки, такие прекрасные 2 звездочки. Вот, я очень рада, что моя жизнь вообще соприкоснулась с этими удивительными ребятами. И я, знаете, наверное, вот сейчас желаю им очень большого счастья. И счастья прежде всего личного. И счастья прежде всего личного. Я хочу, чтобы у них, у каждого в жизни была большая любовь, чтобы у них у каждого эта личная жизнь сложилась, чтобы у них были прекрасные семьи. Потом, также вот это мое пожелание адресуется 12 А-классу. Конечно, А и Б-класс, они как-то вот взаимосвязаны, то переходили, там бывали случаи один из другого класса. Я у них работала с 4 класса, поэтому я согласна с тем, что сказала Ольга Федоровна. Это прекрасные, глубокие, творческие люди. Ну и, повторюсь немного, большое спасибо родителям. Мы проработали много лет, проучились, и я со стороны родителей видела только доброе и ощущала их поддержку и взаимопонимание. И то, что сегодня вот эти дети выросли такими, конечно, очень большая заслуга родителей. Спасибо вам. Я родителям желаю привести сюда еще и внуков в наш лицей, пожалуйста. Вот, так что мы вас ждем. Ребята, а вам счастливого пути, счастья и всего самого хорошего. И спасибо вам за то, что вы у нас были. Секундочку внимания, прошу, я очень волнуюсь в этот ответственный момент. Я хочу пожелать своей классной
и также Ольге Федоровне большого здоровья, большого счастья, за то, что вы нас как-то поддержали в трудные действительно минуты вообще. Я очень благодарен вам, а также от всех нас мы очень благодарим вас, потому что вы просто нас сделали такими, какие мы сейчас есть. Спасибо вам большое. А также я хотел поблагодарить не только, конечно, наших классных, но и все учителя, которые сидят сейчас в зале. Они нам дали очень много, и в нас очень много от каждого из вас, от каждого. И это целое, это вот то прекрасное целое, которое сейчас стоит на сцене. Огромное спасибо вам всем, огромное. У нас осталась одна единственная номинация. Номинация «Лучший 12 класс». И я считаю, что лучшим по праву можно считать класс, которым станет 12-м в следующем году. Теперешний 11 класс. Мы надеемся, что они оправдают наше доверие и поздравляем их с тем, что они почти уже выпускники. Вчера был урок, последний раз.
для выпускников. И всех желающих тоже. Всего вам доброго.